Почти 14 тысяч семей в Дальневосточном федеральном округе получили ипотечный кредит под 2% за год с начала действия льготной программы, сообщил глава Дом.рф Виталий Мутко. Общая сумма ипотечных кредитов составила 48 миллиардов 900 миллионов рублей. Больше всего кредитов по сниженной ставке выдано в Приморском крае, Якутии и Хабаровском крае. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина в декабре прошлого года в рамках нацпроекта «Демография». Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар». Эта программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Российским пенсионерам, не имеющим никаких других доходов, кроме пенсии, продлят рассрочку по кредиту. Рассмотрение депутатами соответствующего проекта во втором чтении в ближайшее время состоится в Государственной Думе. Для получения рассрочки сроком на 2 года должны быть соблюдены некоторые условия. Пенсия должна быть единственным источником дохода, а ее размер не должен превышать 2 минимальных размеров оплаты труда. Кроме продления рассрочки по кредитам пенсионерам, рассмотрят в Госдуме и аналогичные меры для малого и среднего бизнеса. Для них, помимо кредитов, предусматривается рассрочка для взыскания задолженности по налогам и страховым взносам. Законопроект о продлении рассрочки по выплатам кредитных задолженностей для пенсионеров ранее был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается, что рассрочка будет доступна пенсионерам, чей долг не превышает суммы в 1 миллион рублей. Тем временем, пятая часть россиян, 22%, приготовились работать после выхода на пенсию. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Около 70% не исключили необходимости работать на пенсии, заявив, что это будет зависеть от обстоятельств. Около 7% россиян ответили, что не собираются продолжать трудовую деятельность на пенсии. Почти половина россиян, это 45%, уверены, что пожилым людям нельзя запрещать работать после выхода на пенсию. Около четверти жителей страны, 23% опрошенных, считают, что можно только посочувствовать тем, кто вынужден продолжать работать в старости. Только 8% россиян полагают, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают строить карьеру молодежи. Среди основных причин, по которым пенсионеры вынуждены продолжать работать, россияне назвали маленькие пенсии, это 74%, желание помочь детям и внукам назвали 56% опрошенных, и желание остаться в коллективе и избежать одиночества, таких было 32%. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Якутии от компании «Алроса» и ее дочерних предприятий в 2020 году ожидаются почти на треть меньше, чем в прошлом. В 2019 году они составили почти 39 миллиардов рублей, в этом году ожидается не более 28 миллиардов. Это ощутимая потеря для госбюджета республики, поскольку поступления от «Алроса» составляют треть всех налоговых доходов консолидированного бюджета региона. Что касается 2021 года, то республика надеется на рост поступлений с учетом постепенного восстановления ситуации в экономике. В 2020 году консолидированный бюджет республики получил от «Алроса» дивиденды за второе полугодие 2019 года в размере 6 миллиардов 400 миллионов рублей. По итогам первого полугодия 2020 промежуточные дивиденды не выплачивались.